Ассаламу алейкум, сахам саламехкой. Меня зовут Башир Муцольгов, и я приветствую вас на канале English Education. Предназначение данного канала в том, чтобы помогать людям ингушского происхождения, по каким-то причинам не владеющим ингушским языком, помогать восполнять данный пробел. Из чего же мы с вами начнем? Начнем мы с того, что разберемся, что же из себя представляет ингушский язык. Это 46 букв, 33 буквы русского алфавита и 13 ингушских, 12 из которых являются абруптивами. Абруптивы – это такие двойные буквы, которые вместе выдают единый звук. И также буква «э». Буквы «э» в русском алфавите нет, это чисто ингушская буква. Это та самая пресловутая единичка, которую мы так часто встречаем в социальных сетях. Интересный факт. Ингушский язык основывается на русской письменности, то есть на кириллице, лишь 1933 года. До этого он основывался на арабском языке, на латинице и других письменностях. Далее я хотел бы рассказать вам про несколько самых, по моему мнению, интересных в плане произношения букв. И начнем мы с буквы «э». Буква «э» – это сочетание буквы «а» и мягкого знака. Похожий звук на что-то среднее между буквой «э» и буквой «я». Например, как в слове «эрзи» – орел, «эрзи». Или же «эшк» – железо, «эшк». Особенность данной буквы в том, что когда эта буква стоит в слове после согласной, то ее звук становится похожим на звук обычной буквы «я». Например, как в слове «лятта» – земля, или же «дятта» – масло. «Лятта», «дятта». Следующий абруптив «г» образуемое сочетание буквы «г» и той самой палочки. Для людей, владеющих французским языком, эта буква не представляет из себя никакой сложности, так как звучит она как обычная французская буква «r». Например, «галга», где этот звук встречается аж 2 раза, или же «гант» – стул, «гач» – палка, «гала» – город или же башня. Далее одна из самых сложных в плане произношения букв – буква «к». Сложность данной буквы состоит в том, что когда вы ее произносите, в средней части вашего горла проходит некий щелчок, и вы сами можете это проверить, просто приложив 2 пальца к средней части вашего горла. «К», «к». Убедитесь в этом сами. Например, на слове «камял», которое состоит из «к» – грех и «мял» – это такая некая награда за благие дела. То есть ингушский язык как бы говорит нам: вы сами решаете, что вам говорить. Еще одна из интересных в плане произношения букв – это буква «х». Особенность ее заключается в том, что когда вы произносите этот звук, звук идет непосредственно из живота, то есть ни горло, ни язык не задействуются в этом звуке, только живот. Просто приложите руку к вашему животу и почувствуйте это сами. «Х», «х», «хама» – вещь, «хама» – вещь. И самое главное, что я хотел бы подметить в вопросе произношения звуков, заключается в том, что вам нужно стараться не обращать на них никакого внимания, так как именно тогда, когда вы на них зацикливаетесь, звук получается максимально несуразным. Поэтому просто говорите так, будто вы знаете этот звук, и он не представляет для вас никакой сложности. Теперь давайте перейдем непосредственно к языку. Что же самое главное в ингушском языке? Ответ прост – это формальности. Диалог двух встретившихся на улице людей может начать и закончиться формальностями. И на нашем первом видеоуроке мы разберем некоторые из них, такие как «доброе утро», «добрый день», «добрый вечер» или же «спокойной ночи». Доброе утро. Уире дика хилаха. Уире дика хилаха. Доброе утро. Или же просто исковерканный ингушский вариант эрдик хилха. Эрдик хилха. Ответом на данную фразу послужит хаахила уире дика. Хаахила уире дика. И тебе доброе утро. Или же просто хаахил эрдик. Далее у нас идет дидика хилдаха. Дидика хилдаха. Добрый день. В данном случае ингушское общество, к сожалению или же к счастью, никаких исковерканных вариантов нам не предоставляет. И ответом на данную фразу послужит хаахилда дидика. Хаахилда дидика. И далее мое самое любимое сэре дика хилаха. Добрый вечер. И не менее крутой исковерканный вариант сэрдик хилха. О каком сэре тут идет речь, я не совсем понимаю, но все же. Ответом на данную фразу у нас послужит простое «хаахила сейре дика». «Хаахила сейре дика». И тебе добрый вечер. И последнее, но не по значимости, спокойной ночи, ну или же доброй ночи. Биса дякал хилаха. Бис дякал хилха. Биса дякал хилаха. Спокойной ночи. И ответ на нее «хаахила биса дякал». «Хаахил бис дякал». И тебе спокойной ночи. Также нужно запомнить, что когда вы здороваетесь со своими сверстниками,
то ответом на эти приветствия будут те фразы, которые мы разобрали выше. А если вы здороваетесь с кем-то постарше, то ответом для вас послужит дуквахалваху для парней, ну или же дукяхилаху для девушек. Дуквахалваху, дукаяхилаху. Это означает «будь здоров» или же «долгих лет тебе жизни». Далее хотелось бы перейти к теме того, что у каждого из нас бывают гости или родственники, которые приезжают к нам из других стран, городов и так далее. И давайте с вами разберем, как же мы пожелаем им хорошей дороги. Чтобы пожелать кому-то хорошей дороги, мы скажем «дикаче няката хилахо». «Дикаче няката хилахо». Хорошей дороги. А теперь давайте резюмируем все, что мы с вами сегодня разобрали. Мы сегодня узнали, что же из себя представляет ингушский язык, сложности произношения определенных звуков и формальности, необходимые нам для ведения диалога. И на этом наш первый видеоурок подходит к концу. И в конце этого урока я хотел бы поблагодарить Ассоциацию ГАЛ за оказанную поддержку в создании данного видеоролика. Ассоциация ГАЛ – это группа ингушей, проживающих в Европе и сильно болеющих за то, чтобы их родной язык и их культура развивались. Подписывайтесь на их инстаграм, ссылка будет указана в описании. А также подписывайтесь на мой инстаграм English Education, где вы также сможете найти много полезной информации на тему ингушского языка. И надеюсь, это видео было полезным и интересным для вас. Ассаламу алейкум.